эфире специальный выпуск новостей, в студии Ксения Лосева. Здравствуйте. Глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям республики. Полную его версию смотрите прямо сейчас. Бурит Дона Йортис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня хочу рассказать вам о туризме. О туризме в республике Коми. Почему? Потому что я очень часто говорю о том, каким образом мы хотим развивать экономику. Это и диверсификация, это и новые инвестиционные проекты. Вот для меня туризм – это неразведанное месторождение именно в республике Коми. Очень мощное, очень перспективное, но пока еще просто спящее, неразведанное. И вот я сегодня расскажу вам на нескольких примерах о том, что делается в республике по разведке и по началу открытия этого очень богатого и очень перспективного месторождения под названием туризм Республики Коми. Итак, понятно, что развитие туризма и культуры и туризма – это госпрограмма, программа федеральная, и мы в рамках этой госпрограммы и стараемся развивать туризм в республике. Причем можно совершенно точно сказать, что у нас в каждом муниципалитете, в 20 муниципалитетах можно найти свои туристические маршруты. Это может быть не обязательно наши известные на всю страну туристические названия и направления, а это может быть и агротуризм, промышленный туризм и так далее. Так вот, сегодня я расскажу о том, что мы можем предложить и что действительно стало, в том числе и событием на российском на небосклоне туристическом в 2021 году уходящем. Итак, отметил десятилетие финно-угорский этнопарк, и летом он запустил очень интересный пилотный проект «Караванинг». Вот понятно, что это от слова «караван», и это новое направление путешествовать по республике в автодоме, в комфортном автодоме, где ты едешь, можно остановиться, посмотреть, поехать дальше. На самом деле это такой туризм для людей, которые хотят увидеть быстро и много, но при этом не очень любят, может быть, ходить. Вот такой караванинг. В год столетия республики мы запустили еще два аудиогида. Это сыктывкарские прогульщики и мистический Сыктывкар. И этой осенью нами издан первый в России путеводитель по Коми в рамках федеральной серии «Русский гид-полиглот». И они послужили дополнительным источником информации для тех, для гостей нашей республики, тех, кто хотел бы узнать о республике побольше. Это как раз к полиглоту. Еще не могу не рассказать о нашей известной очень кластере, это девственные леса Коми. Так вот, девственные леса Коми стали финалистом конкурса в своей номинации, и в первую очередь кластер наиболее популярные – это природные локации, природный туризм, и много очень у него сторонников. Единственное, нам нужно, конечно, доработать там пока в девственных лесах, как говорят, инфраструктуру, или сервис. Но по статистике этого года уникальными природными объектами нацпарка Юга-2 полюбовалось очень много гостей. На самом деле мы даже не ожидали, что так будет много, все-таки пандемия. Тем не менее, почти 7 тысяч, 6568 гостей в этом году. И еще у нас там появились новые проекты. Например, такой, как тур восхождения на гору Народная. И не просто ногами, а опять же для тех, кто хочет ехать с комфортом, это на триколах, и в планах буквально ближайших запуск зимних вертолетных туров, что в общем тоже очень ожидаемо и востребовано уже сейчас, очень много заявок. Не могу не сказать о Печора-Илочском заповеднике.
в заповедник посетило в этом году в 2 раза больше туристов, чем в 2020 году, 4240 человек. И путешествие к Маньпупуньор стало более комфортным, потому что на гранты средств Ростуризма мы там установили 3 горных модуля, комфортабельных, очень комфортных, безопасных, ну и самое главное экологичных. Еще что интересно, там же на Вологодской грани один из туроператоров завершает строительство кемпинга, в котором одновременно могут разместиться 12 туристов, ну и всего вот в пешей доступности на Маньпупуньор уже 6 объектов размещения почти на 50 человек. Это как раз вот та инфраструктура, появляется тот сервис, когда после дневного перехода люди знают, что туристы знают, что у них будет хороший, комфортабельный отдых, спокойный и благоустроенный. Ну и наша легендарная Плата стала недавно победителем в конкурсе «Сокровища России», организованная очень известным международным журналом, это National Geographic Traveler. И я, конечно, хочу поблагодарить всех жителей республики, кто принимал участие в голосовании. Почему? Потому что это как раз с тем, чтобы победить, с тем, чтобы об этом узнали, нужно было голосовать. И здесь вот мы проявили свою организованность, проголосовали, и Маньпупуньор, вот действительно, сегодня о нем знают очень многие, не только в России, но и в мире. И это очень важно, потому что действительно очень красочный, очень удивительный природный феномен, который не случайно входит в семерку достопримечательностей России. Ну и еще одна очень хорошая новость для поклонников отдыха на природе. В стадии завершения обустройство экотропы длиной 3140 метров, это истоки реки Печоры, Маньпупуньор. Ну, здесь просто отдельная благодарность волонтерам, потому что именно их трудами сделана эта тропа. Это очень непросто. Все, что там выкладывается на этой тропе, это приносится на своих, что называется, плечах. И, конечно, это огромный труд. Спасибо волонтерам за это огромное. И в этом году вот этот проект, как раз вот эта тропа «Истоки реки Печоры» стала победителем премии Русского географического общества в номинации «Лучший туристический проект». Вы знаете, я не могу, вот заканчиваю уже, понимаю, что очень долго сегодня, но на самом деле для меня это очень важно, и я думаю, что для вас тоже, потому что это наша республика, это наша гордость, и это точно совершенно нужно знать, потому что нужно об этом рассказывать друзьям, знакомым, проживающим не только в республике, а и за ее пределами, с тем, чтобы люди приезжали и любовались, и понимали, что все-таки республика богата не только нефтью и газом, золотом и углем, а богата еще, вот как я сказал, еще одним природным, еще одним очень важным источником – это туризм. И вот заканчивая, я хочу сказать, что у нас в этом году появился еще один дополнительный охраняемый природный территориальный федерального значения заповедник. Это под Ухтой открыли, извините, заказник, Параськины озера. Так вот, здесь я хочу сказать огромное спасибо Газпрому Коми. Почему? Потому что вот именно Газпром Коми и Александр Викторович Гайворонский, как руководитель, именно он, ну, так скажем, сподвиг очень многих людей, меня в том числе, на то, чтобы это, во-первых, мы донесли до Минкультуры и до Минприроды, и очень быстро, в течение года, от момента того, как мы эту идею начали доносить до федеральных министерств, мы получили статус заказника именно федерального значения.
Параськины озера еще одно место, куда точно совершенно надо приехать самим, с детьми, потому что это достаточно просто. То есть это от Сыктывкара доехать до Ухты, а от Ухты совсем рукой подать. Но точно совершенно не пожалеете. Я там был и вам советую. Ну вот на это сегодня такой маленькая экскурсия по республике, по основным нашим интересным и всемирно уже известным достопримечательностям, но и в завершение обстановки. За сутки мы сегодня снизились, но все равно болеем активно, еще 273 случая, хотя, в общем, на 6 случаев снизили по сравнению со вчерашним. Ничего не меняется, те же самые наши Сыктывкар, Ухта, Воркута, Усинск, ну и Сосногорск дают нам основной объем заболевших. Что еще надо сказать? Мы начинаем закрывать койки, это хорошо, то есть сокращаем койки. Вот от вчерашнего сократили 154 койки, 70 в Ухте, 50 в КРКБ, ну и немножко в Воркутинской инфекционной, 28 в Прилузской, 6 больницы. На сегодняшний день у нас развернуто, как я уже сказал, 2116 коек, а занято 1292 койки. Разрыв, вот эти 20% мы соблюдаем, потому что это очень важно, что если вдруг у нас вновь будет дополнительное количество больных, чтобы мы обязательно имели вот этот разрыв в койках. Ну и среди заболевших 273 человек у нас сегодня 34 человека привитых, причем из них 32 человека переносят амбулаторно легко, 2 человека госпитализировано. И у нас, к сожалению, сегодня все равно есть умершие, это 5 человек, а среди умерших нет ни одного человека вакцинированного, то есть все, к сожалению, не позаботились о своем здоровье, ну вот и возраст, болезни и отсутствие вакцинации, к сожалению, привели к трагическим последствиям. Поэтому, конечно же, снова и снова призываю к вакцинации. У нас на сегодняшний день вакцинировалось 337 906 человек. Огромное вам за это спасибо. Вакцины более чем достаточно, более 128 тысяч доз, поэтому приходите, вакцинируйтесь. Всего вам самого доброго, до следующей встречи. Это был специальный выпуск новостей. Всего доброго и до встречи в эфире.